Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Почему так? Что, насколько верно, правильно ли сегодня некоторое наше общество осмысливает понятие слова консерватизм, традиционализм, патриотизм, все изм да изм. Однако некоторые люди под этими благими намерениями пытаются преподнести, как говорится, все, что было хорошее от прошлого, преподнести его со знаком равно, со словом фашизм, нацизм, расизм. Вот как эти первые три термина относятся ко вторым, так сказать, терминам, которые всяческим образом у нас в социальных сетях, да и не только кавказских, но и некоторых так сказать, общероссийских пабликах пытаются поставить между ними равно. И почему? Что с этим связано? К сожалению, эти понятия ошибочно, специально, намеренно ли пытаются сравнить. Еще третий вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, если, конечно же, будет желание. Вообще, почему? Вот первый вопрос, как под религиозный, валикум ассалам, под религиозным занавесом пытаются всяческим образом исключить или убрать историю, даже в религиозных роликах, историю нашего народа. Вопросов, конечно, очень много, болезненных вопросов для нас, потому что на протяжении всей истории оно непосредственно соприкасается, алейкум ассалам, Софико, на протяжении всех этих периодов преподносили, к сожалению, ставят, во-первых, делят религию и традиции наши и любовь к родине ставят противоположность, по крайней мере, некоторые люди. Гадаев, вот как раз об этом мы и говорим. Вы знаете, начиная с первого вопроса, конечно, многие те люди, которые прислали этот ролик, особенно задаются вопросом, кто это сделал, как это так возможно, даже в религиозном плане пытаются там урезать историю ночи народа. Это очень странно. Возможно, эти люди ответят,
Я прекрасно знаю, откуда вообще этот канал и кто его транслирует. Но мне непонятно, каким образом и для чего это все делается. Вот. Почему религия, которая дана нам Всевышним Аллахом, и Всевышний Аллах создал народы, этносы и общества разными. Если арабы, носители, первые, кто, как наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже любил, уважал, ценил свою нацию, свои тайпы и очень бережно относился. Почему сегодня носители этой религии, этой уммы пытаются из общих исторических вопросов, к сожалению, играя на религиозном факторе, исказить или убрать этот нохчий фактор, чеченский фактор. Вот. Но это не впервые. Я хочу, чтобы вы понимали, к чему это ведет. Стираются грани, убираются определенные там. Для чего это сделано было. В переводе, когда мы видим, что в этом ролике перечисляются различные национальности, после боснийцев, там идут дальше нохчи, чеченцы, идут афганцы. Что сделали нохчи или афганцы на протяжении сотен, 200, 300 лет, которые ведут свои исторические сражения. Я не затрагиваю современный период сразу же. Почему нужно было их убирать? По моему понятию, в моем понимании, опять же, мы с точки зрения глубокого изучения религии, я это говорю. Я говорю исторического плана. Вполне возможно, что это внутренняя нелюбовь к чеченскому народу, к нохчи народу, в первую очередь. Чтобы не было, чтобы там только были чеченцы, вполне возможно, там и дальше и афганцы, и всех остальных убрали. А имеют ли эти люди право из истории, тем более, если это шейх или какой-либо имам, который, или мусульманин, говорит, что эти люди на протяжении определенного времени ради своей умы, своей религии показали себя с лучшей стороны, начиная с первого имама Ушурмы, шейх Мансура, заканчивая Бойсхаром Биноевским, заканчивая Алибек Хаджи Зандакским и многими другими представителями нашего народа. Неужто они не имеют права, чтобы их имена называли в истории ислама? Конечно же имеют. Конечно же имеют. Однако под этим пониманием проводится работа, вполне возможно, осознанно, неосознанно. Опять же, возможно, из-за какой-то неприязни, возможно, из-за чего много может быть разных факторов. Пытаются вот именно название убрать. Но как бы вы ни старались, если говорить с точки зрения религии, если этот шейх или этот араб, имам, я не знаю, кто бы это ни был, кто рассказывал на арабском языке о значимости этих народов, о том, что эти народы в исламе показали себя не с худшей стороны, он же
зная о том, что мы все исламская, мусульманская умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, называл эти религии. Но, несмотря на это, пытаются стереть эту грань, убрать просто-напросто. Для чего это делается? Почему, даже переходя к национальным, мы видим очень много исторических процессов, много моментов, когда затрагивается тематика национальных героев или исторических героев, тут появляется некое деление. С этим вопросом буквально год или два тому назад выходили ролики. Кстати, как раз таки, если я не ошибаюсь, это было на том же канале. Вернемся к злободневному вопросу. Это было о земельном вопросе Ауховского района, когда некий представитель общается с шейхом, имя я его не помню, ролики вы, наверное, помните, это было год или два тому назад, задавали вопрос касаемо нашей восточной части, представителей нашего народа, ауховцев. И как раз это был вопрос, когда начали обсуждать, правильно, неправильно ли заселение и жить в домах мусульман. Вот в этом вопросе поднимался этот вопрос. И я помню первую часть этого ролика. Когда задавали шейху вопрос, вот были насильственно переселены, депортированы, нохчи, чеченцы. Кстати, там как раз таки, если я не ошибаюсь, называлось это. И харамным ли является заселение этих домов? На что шейх дал четкий ответ, что это является харамными. Я прекрасно помню первую часть этого вопроса, когда он рассказывал. Ну, дальше я не буду, вы можете сами, возможно, в интернете у многих сохранились эти ролики. И что мне понравилось, я думал, что реально эти люди направлены с точки зрения религии. Я думал, что их интересует истина, и что они не перечисляют национальности. И вообще вопрос идет как бы утрированно об уме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, правильно ли заселять их дома. И как предчувствие, этот же представитель задает этому шейху, ученому, вопрос. Я не знаю, был ли это один эфир, или это было продолжение. Этот ведущий задает шейху вопрос, говорит, слушайте, прислушайтесь. Он говорит, а если взамен этим, говорит, взамен этим людям даны дома, даны земли, или им за них заплатили за то, что им не вернули эти дома, тогда является ли харамным? Хотя он прекрасно должен был знать этот вопрос, прежде чем задавать его шейху. На что шейх определенно ответил, что если удовлетворены эти мусульмане, что это не является жить в этих домах харамными и так далее. Если я не ошибаюсь, этот ролик был в таком формате. На том же канале, где сегодня распространяют видеоролик о том, что когда периодически рассказывают, что вот эти нации в религии ислам показали себя и так далее. Ну, без разницы, что бы то ни было. И среди перечисления после боснийцев отрезали, когда говорили о чеченцах, о нохчийцах, нохчи народе. Что это было? Как с точки зрения религии нужно к этому относиться? И кто прав? И чем это связано? Связано ли этим, что чеченцы после того, как услышат эти когда чеченцы услышат, что их какой-то шейх или имам или ученый называют, что они могут возгордиться и так далее и тому подобное.
Я, конечно же, с этой точки зрения не слышал никакого пояснения. Я думаю, и я уверен, что многие представители, мы-то это и так прекрасно знаем, представители во всем мире миллиард, да, считается, что миллиард, 1,5 миллиарда мусульман или 2 миллиарда мусульман, и они прекрасно знают, кто такие нохчи чеченцы и что они сделали для своей религии ислам. Как и, возможно, остальные, я не исключаю же, я нисколько не умиляю боснийцев, нисколько не умиляю ни афганцев, ни пакистанцев и никого-либо, ни адыгов, и да в том числе и дагестанцев. Если при перечислении этого тот или иной шейх бы сказал об этом. Очень интересные моменты. Конечно же, я понимаю, что сегодня в историческом поприще мы еще не увидели, конечно же, новый фильм. Вполне уверен, он нас еще удивит. Фильм про имама Шамиля. Когда арабы хорошо отзываются о имаме Шамиле, как там перечисляют, что он лев там Кавказа, лев ислама и так далее, они подчеркивают, что вот он, имам Шамиль, дагестанец и так далее и тому подобное. Никто не говорит из нохчи народа, афганцев, боснийцев, кто бы это ни был, никто не говорит, а почему вы говорите, вот, что он, надо говорить, что он мусульманин и все. То есть не причислять его к тому или иному народу и так далее и тому подобное. Никто этого не говорит. Но стоит заговорить о шейх Мансуре, Бейбулате Таймиеве, Ташу Хаджи, Байсангуре Биноевском, тут сразу начинается, или Алибек Хаджи Зандакском, начинается тема, вот вы, чеченцы, только своих. Я написал пост касаемо, вообще он не касается ни восточных, ни западных соседей. Он касался только наших братьев-адыгов. Это историки, адыгские историки с общей архивных документов взяли, опубликовали информацию. Эта информация попала ко мне, я ее опубликовал. Это последний меджлис братьев адыгов, сражения их, год и все остальное я зафиксировал, опубликовал. Что вот у них было, вот это трагедия, реально трагедия для адыгского народа. Они это помнят, и вы знаете сегодня, как они переживают за все это. По всему миру сегодня проживают адыги без всякого преувеличения. 90-95% проживают по всему миру. И только небольшая часть проживает сегодня в России. Адыги, черкесы. Когда я говорю адыге, это я называю, потому что уважаю наш братский соседский народ, потому что они сами себя так именно именуют. Не те другие имена, которые были даны остальным. Оно не касалось, опять же, оно не касалось ни восточных, ни западных соседей, что, конечно, очень сильно задело их. И мне начали писать, вот ты, говорит, пишешь только, как же он мне указал? Там 2 поста было. Первый про адыгов, что при последнем сражении там были Нохчи и Абзой, абхазы. В последнем сражении адыгов добровольцами. И второй пост был, опять же, касающий нашей истории. Опять же, промежуточно. О сражениях там. О том, как
ногчи избавлялись от феодальных князей, которые остались у них. Люди начинают писать комментарии определенной личности, вполне возможно, норнийцы, поскольку это были боты под закрытыми, созданными там. Вася Пупкин, Иван Иванов начали писать мне о том, что вот почему вы не пишете о своих негативных героях. И он мне перечисляет, вот этот сдался, вот этот был предателем, вот этот, короче, получил землю и так далее и тому подобное. Благо, в дальнейшем я узнал, какой он национальности. Опять же, я говорить о национальности не собираюсь. Но видно было, что человека не интересовала история. Я еще раз хочу, чтобы было понятно, речь не идет о каких-то национальностях конкретных. В каждом, на Кавказе нету такого народа, Ханс Шарзобек, есть ли достоверная советская карта, по которой казино Ам полностью входит в ЧССР. Есть карта, на котором в 1983 году зампредседателя, председатель ЧССР, как он называется там, я сейчас уже точно не помню, Боков, отдает земли, и на этой карте, у меня на странице вы найдете, казино Ам полностью входил в состав Чечни с многими землями чеберлоевскими, которые он передал Даниялову, точнее Дагестанской АССР. Посмотрите, вы найдете ее. Вот. Что касается, дальше продолжим. Что касается о том, что были оба шламу, детали Гюта, брат, так себе, как видишь, пытаюсь держаться. Выживаем, как говорится. Хаму, мокшалмуя, мачо, олкштадела. Я хон каркапяк наун, я хон зудиалу дегде наун, сундерат аппалуэна, братан. Что-то редко ты появляешься. Вот. И все это сейчас я отвечу. И мы прекрасно знаем, что и среди адыгов, что и среди Дамуа, детали Гюта, Дамуа Саваш, Эхе, Давдухуахуэло. Мы знаем, что были на стороне царской России, и мы не упрекаем никого. Я, по крайней мере, это исторический блок. Здесь историю рассказываю. На современность я вообще пытаюсь современно-историческим параллелям не переходить. В основном, если вопрос конкретно не стоит по землям, границам, когда вопрос доходит до него, не личности, земли, границы, это общее. На личности я не перехожу, тогда я, конечно же, подключаюсь. И прекрасно знаю тех, кого он перечислил, он не знает, опять же, он, не зная мою историю, нашу историю Ногчу народа, он мне рассказывает об этих людях. Не зная их автобиографию, как они оказались и что они делали. Опять же, нету идеальных народов. Есть определенные личности в определенных обществах. А есть, которые там, грубо говоря, 90%, 95%, которые все были на стороне. Но это каждого дело свое. Я хочу, чтобы те, кто услышит это, и те, кто слушает меня, понимали, чтобы вернуться к первоначальным вопросам, которые мы затрагиваем. В истории нету упреков. В истории есть изучение. При изучении истории ты можешь рассказать много хорошего, можешь рассказать много плохого. Есть люди, которые готовы это слушать. Есть люди, которые хотят определенные моменты в истории забыть. Антигерои. Но история не строится. Мы среди своих, когда собираются свои историки, свой народ, мы
сами дадим оценку своим антигероям. Мы пытаемся не выносить. Если, пример приведем. Если у вас с женой проблемы, или в семье проблемы, я не думаю, что вы завтра выйдете в центр города и начнете говорить: вот у меня в семье проблемы. Там алкаш, наркоман или жена не слушается. Вы же этого никогда не сделаете. Поэтому я честно хочу сказать, таким же образом никто, и даже те же самые адыги, тот же самый нохчий народ не пытается выносить о своих антигероях поговорить. Зачем говорить о плохих людях? Зачем их грехи брать? Они на сегодняшний день перед Всевышним и за все ответят. Не повторить того, что они сделали, не называя имен, мы этому призываем и говорим. Это понятное дело. И я никогда, честно вам скажу, не хотел и даже не пытаюсь там сегодня. Я многие видео и задонатил брат Адлан. Адлан Далса, Дуэл, Далдухуа, Хуэл, Болдисник, Эзашка, Соудолил. Огромная благодарность, кто помогает нашему каналу. Благодаря вашей поддержке мы работаем без остановки. Детейлинг Юта, ДРС, Хейлгуна, Башлан, кто был этот Боков? Давайте я не буду называть национальность Шейх Мансур. Я не хочу называть ни общество, ни национальности, ничего. Все, кто захочет, я думаю, прекрасно вы можете посмотреть и найдете всю информацию. Пост об этом я опубликовал, у меня на странице есть. Повторяться об этом не вижу смысла. Вот как раз таки в этих вопросах, видите ли, если бы я захотел бы или поступал бы, как поступали эти люди, которые пытаются очернить или оскорбить мой народ, я бы сказал, что вот он такой национальности, вот он отдал казино Ам, часть казино Ама с прилегающими землями, не проведя никакого референдума в советское время. Как делают это некоторые? Да, они же тоже рассказывают, что якобы Гайрибеков муслим, которого они называют чеченцем. Хочу напомнить, что Гайрбекова муслима упрекают и все их и старейшины, которые говорят, и историки, в кавычках, исследователи говорили, что Гайрбеков отдал земли соседей. И он чеченец, и он поэтому отдал. Но когда я в первую очередь говорю, что экки являются чистыми чеченцами, нохчи, они говорят, нет, экки не были чеченцами, что это отдельное общество, что это отдельный или народ, или же они, потому что у них диалект одинаковый, что они принадлежат к ним. Вы определитесь, возможно, вы не знаете, но именно Гайрбеков муслим является лам-экки. И он нохчу. С одной стороны вы говорите, что они нохчу, а с другой стороны, не зная его тейпа, а с другой стороны вы говорите, нет, они не нохчу, и они отдельно. Вот так Всевышний Аллах наказывает вас за вашу ложь. Будь он тайпа лам-экки, будь он тайпом там тухума, акинец, разницы нету. Но Гайрбеков муслим являлся истинным мусульманином и нохчу. И никому никакие чужие земли он не отдавал. Вот. Потому что покажите карту, покажите землю или документ, который лично за его только подписью он подписал и отдал. Покажите его, если вы историки, исследователи. Если вы говорите, что чеченец Гайрбеков муслим, который в советское время, самое тяжелое время, у себя в кабинете делал намаз, держал уразу, несмотря на все сложности, занимая такой высокий пост, что он подписал своей личной подписью. Или же не забывайте, что он был в самое тяжелое время. То есть после возвращения
с депортацией был назначен, и то он, нельзя сказать, что он был там самым главным. Да и какие были права после возвращения домой, вы прекрасно знаете. Зато мы знаем прекрасно, когда Гайрбеков Муслим ездил в Веденский район, Чеберлоевский район, и как он разговаривал с местными жителями, и что он говорил насчет домов и насчет земельных участков, и кого стоит или не стоит оставлять на землях, исконных землях Нохчи народа. Зато это мы знаем. Валейкум ассалам. Поэтому как раз таки все вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, говорим, они актуальны. Актуальны с одной стороны, почему? С одной стороны, нас пытаются название Нохчи, и у всех в основе своей, когда упоминают народ, пытаются это завуалировать, закрасть, вырезать и убрать. Или же показать с негативной стороны, как это было в вопросе с ауховцами. Когда второй вопрос сказали, я бы хотел поправить, что этим ауховцам выданы новые земли, и что они получили деньги и все остальное. Задумайтесь сами. Советская власть, давайте поговорим чисто логически, оставим о конкретных документах. Советская власть после возвращения с депортации выдала, как вы говорите, всем ауховцам, которые выжили и вернулись домой, ауховцам народа Нохчу, выдали всем деньги, земли. Вы думаете, что эти документы, зафиксировав все это, у них есть? Несмотря на это, сегодняшняя современная российская власть стала бы давать и тратить миллиарды, чтобы переселить с этих земель, с Ауховского района, с Ленин-Аул и Калинин-Аул, переселить, построить им новый микрорайон, построить другие села и переселить из этих домов в другие дома, тратить огромные деньги, если эти ауховцы получили земельные новые наделы и получили деньги. Вы думаете, они бы стали тратить эти деньги? Да никогда в жизни. Они бы сказали, вы не имеете права, потому что мы вам заплатили. А вы этого шейха обманули. Кто бы это ни был. Шейх он, алим он, я не знаю, кто он. Но вы сказали, что чеченцам дали новые земли, дали деньги за эти дома. Вы взяли грех тысяча представителей там, ауховцев на себя. Ладно, сегодня вы озвучили, этот ролик остался. 1000 людей посмотрели, возможно, 1 000 000 человек посмотрят. Вашу ложь, как вы перед Всевышним Аллахом ответите? Как? То есть из этих 3000, 2000 домов, которые не вернули ауховцам, вы можете предоставить 1000 документов, где они получили деньги и земельные наделы? Вы можете это предоставить? Показать? Если вы можете, вы могли бы сказать шейху, вот шейх, есть истина, вот есть документы, кто прав, кто нет. Но нет. Вы сперва спросили первой части, и когда шейх ответил негативно, вы сделали так. Пытаюсь ли я рассорить мусульман между нами? Валлахи, биллахи, талахи, не пытаюсь. Но харамное есть харамное, дозволенное есть дозволенное. Я говорю с точки зрения истории и с точки зрения ислама. Вот. Поэтому Евлоев, ты не переживай. Экки, лам экки, это чеченский тейп.
Лам Эккы — это исконно чисто ногчи тейп, часть ногчи народа. И акинцы, тухум, вар, чисто ногчи тухум. И до 1921 года они были в составе. Я надеюсь, тебе ответил. Это я довожу до тебя, коль ты так сильно переживаешь за них. Минуточку, я сейчас... Вот. Валикум ассалам. Надеюсь, я тебе ответил. Не то, что там кем-либо, а вот самым, что они есть стержнем ногчи народа, как и остальные, и Чинхуай, и Дышни, и Майстуай, и все остальные. Чисто ногчи тейп. Всегда был, есть и остается. Ко мне приходили десятки людей старшего поколения, младшего поколения. Да и при открытии мечети я же все слышал, я все фиксирую, я все оставляю нашим, алейкум ассалам, чтобы знали все, и в Европе, и во всем мире знали, на будущее, чтобы их не пытались нас раздробить. Мы прекрасно знаем, кто такие ауховцы, мы знаем, кто такой тухум или вар акинцы, мы знаем, кто такие тейп лам Эккы, и никогда они не были ни отдельным народом, ни каким-либо нововыявленным и созданным под термином войнах и так далее и тому подобное. 4 года, если я не ошибаюсь, после того, как был создан, чтобы ты знал вот историю вообще, 4 года, кажется, 4-5 максимум, когда был создан Ингушевский округ 60 или 62 по 65 или 64 год, акинцев включили в Ингушский округ. Но потом, по собственному желанию акинцев, их вернули обратно в Аргунский округ. Я знаю, я видел много вот этих Филькиных грамот про Ипполитова, что там жена, не жена, что передали, потому что чеченцы это что бы ни сделали, кто бы что ни говорил, большинство Эккой проживают на своей исторической родине. У себя дома, в Нохчичеве. На каком диалекте они говорят, или, как вы говорите, языке? Они говорят на галанчорском диалекте, официальный галанчорский диалект, как и орстхоевцы, не все, но многие орстхоевцы. Не то, что это галанчорский диалект, а есть еще акинский диалект. Если ты вдруг не знаешь, это плоскостные акинцы. На их диалекте тоже говорят другие. Немножко, по сути, свои отличия есть. Но есть. И тот является частью чеченского нохчи языка. И галанчорский диалект является частью нохчи языка.
Про ваш язык или про ваше остальное все, я не вмешиваюсь в ваши дела. Я не вмешиваюсь. Вот. И многие это и доказали, и сказали, и рассказали. Все больше и больше, когда я встречаюсь, особенно с ламакинскими старейшинами, взрослым поколением, я с ними говорю на эту тему, спрашиваю у них, как говорили, где говорили. И ты можешь себе, возможно, ты не знаешь, но где находится сейчас Грозный, до крепости Грозный, здесь было, по разным данным, от 26 до 40 хуторов. И в самом сердце Нохчичуа, части Грозного, был хутор ламакинцев. То есть юрт был, аул был ламакинцев. Здесь, в Грозном. Такой же, как и у Эшбатуа, у Аларуа, у многих. Здесь было много хуторов. Когда Ермолов их стер и расселил по всей. Они ушли, само собой, не добровольно, повоевав, но силы были неравны. И здесь, на этом месте, была построена крепость Грозная. Зафиксировано есть, что Лам-Ахкы жили здесь, в Грозном, что был хутор. Поэтому акинцы, Лам-Ахкы, где бы они ни были, с тех пор 200 лет, 100 лет, Лам-Ахкы проживают и здесь, в Грозном, чистейшие ночи. Говорят на своем родном языке. Лам-Ахкы точно так же, или акинцы, иначе говоря, как многие, живут и в Пантисе, и там они говорят, что они чистые ночи. Им никто не засорил мозг, им никто не приходил, не рассказывал. Этих людей невозможно изменить. Им никто не говорил, Сидол Шхердушу записывайтесь в другой нации. И они на протяжении 200 лет, проживая в Пантисе, говорят, что про ваш субъект я не знаю. Я не буду ничего говорить, но оттуда представители ламакинцы, с кем бы я ни говорил в основе своей, они говорят, тонохчиду иншаллах, хилладу хирду, тхавари дейшкарду инда. Я надеюсь, тебе я ответил, Евлоев. У тебя так там было написано. Дальше вопросы. Бекалах ва алейкум ассалам. Башлам, это на самом деле нечестно. Не вмешиваться, как ты говоришь, и это даже не вмешательство, а истина. Ведь нет... давай я не буду. Здесь у меня есть политкорректность. Я говорю так, как я должен говорить. Должен с точки зрения, поскольку у меня уже как средство массовой информации идет. Есть рамки, этикет, блогерства, когда я имею право говорить, когда я не имею права говорить. То есть всем, что вы услышали, что нету этого, нету того, говорить я не имею права с точки зрения законодательства. Вам проще, вы только за себя отвечаете, а я вещаю на тысячи людей. Поэтому я не имею права такие вещи говорить. Должна быть политкорректность, и я знаю, как я должен себя вести. При встрече с тобой или с другими с нами, когда мы разговариваем, ты знаешь, что я могу сказать. Я это знаю, то знаю. Но это разговор между нами с тобой, а не перед всеми. Понимаешь, я не имею права принижать общество, я не имею права принижать там языки и так далее и тому подобное. Я этим не занимаюсь. Я занимаюсь нашей историей. И я веду свой блог, не оскорбляя, не задевая никого. Вот. Поэтому мы должны четко это понимать. Я что-то отошел далеко от вопроса, который мы говорили. Поэтому люди, которые присылали мне ролики и говорили, ты видел этот ролик, видел ли ты этот ролик, видел ли ты, что они сделали? Да, видел, да, слышал. И для меня не ново. Опять же, когда был сделан из-под тишка удар Тамаеву, я вам сказал, что для меня это не ново.
И что там проблема не в том, что 40 минут ждал. Понимаете? Для меня это не ново. Все, оставили. Что касается этого, я не знаю. Столкнулся с этим уже несколько раз. Является ли, если перечисляет ряд боснийцы, афганцы, другие национальности, палестинцы, будь то кто-то, и среди них ногчи взять, вырезать, убрать их, а если оставить это проявление национализма, да нет, это не проявление национализма, это уважение этого шейха, алима, ученого, назвать эту нацию, сказать, что они сотни тысяч своих жизней отдали за религию ислам. Чего вы боитесь, когда вы убираете этот момент? Того, что еще больше людей узнает об этом? Да люди и так знают это. Что это может как-то одних унизить, других повысить? Нет. В качестве примера приводится это. Понимаете? В качестве примера. И даже когда я называю ауховцы, это же не принижение акинцев. Ауховцы более обширный термин, исторически зафиксированный. Можно было сказать акоки, можно было сказать акисы, акки. Но нет. Обобщаем и называем их ауховцы. Не потому, что не уважаем. И те, и другие – это часть нашего народа, которые живут там 100, 200, 300, 500, даже 1000 лет пускай живут. Дай Аллах им здоровья. Странно, правда, у них там ситуация, что 50 лет тому назад их было 90 тысяч. Прошло еще 50 лет, до сих пор их только 99 тысяч. Я не знал, что ауховцы, мои братья, которые там живут, просто такие бездетные, я не знал. Очень странная тенденция. Я видел статистику последнюю, там написано, что их опять 99 тысяч. За все эти годы, 20 лет, 9 тысяч прирост. 30 лет со времени реабилитации прошло 30 лет, а у них прирост 9 тысяч. 9 тысяч прирост у ауховцев. Как же мало 90 тысяч могли породить только 9 тысяч детей? Пускай из них будут старые взрослые люди, уберем. Пускай их будет 1020. Пускай их будет 30 тысяч. Пускай их будет 40 тысяч. Но 50 остальных молодых ауховцев от 50 тысяч, 25 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин появилось только 9 тысяч новых детей. Я уже не говорю про тех, кто переехал туда там, и так далее и тому подобное. Вам не позорно, вам не стыдно такие вещи делать? Нет, вам не позорно и не стыдно. А я, когда говорю, что в истории есть такая проблема, есть это, то, сё, то мы националисты. Когда в истории упоминается чеченский народ, что он многострадальный, что он в исламе потерял много и так далее и тому подобное, это надо убрать, это национализм. Когда я начинаю говорить о традициях, обычаях наших предков, лучшее, не худшее, худшее всегда достаточно людей. У нас маленький народ. Худшее про нас и так достаточно расскажут. Да и за эти 20 лет много чего рассказали. Посмотрите ваши газеты, газетенки 90-х годов, где было написано, если пропала лошадь, вы же видели эту газету, поищите ее в Чечне, найдете там и так далее и тому подобное. Как будто только в Чечне были те абреки, или я не знаю, как угодно называйте их, кто угонял лошадей у казаков, кто воевал, как будто только в Чечне это было. Вы Божьи ангелы, вы непоколебимые, вы самые чистые. В этом плане вы указываете Чечня, чеченцев, это нормально. В негативном плане это газета, это не абы кто написал. Но написал. А я уже дальше не говорю про Османа Губе. Вы не перечисляете Османа Губе, но вы перечисляете тех 360 человек, которые там якобы были в горах. Там, ну ладно, 360-400 человек. Вы говорите, вот за них вот чеченцев депортировали. А тот, кто возглавлял
Осман Губе, который был одним из вот таких УЦ, его вы не называете. И даже он сказал, если вы хотите восстание, есть же эти документы, хотите найти коллаборационистов и тех, кто предаст советскую власть, ищите их в Чечне. Ваши же слова, вы же это публикуете. Хотя, возможно, вы и не знаете, человек, который задержал Осман Губе и который взял его на стороне советской власти, был кто? Вы не догадаетесь. Был чеченец. По крайней мере, так пишут. Я не знаю, насколько это достоверно. Я не оправдываю и не виню никого. Но когда вы показываете что-то, когда мы пытаемся в историю свою рассказать, вы называете предателями. Или называете нацистами, националистами. Почему вы поднимаете на Кавказе свой народ? Да наш народ живет в центральной части Чечни, и мы маленький народ. Помогали ли? Да, помогали. Были те братья, которые достойно себя, как мусульмане, ведут. Мы же не говорим, почему-то вы не заметили, да? Мы не говорим, что кумыки заняли чеченские дома, чеченские земли. Кумыки, которые живут на этой земле, тоже без малого 1000 лет живут. Мы же не говорим, что они заняли. Если бы заняли, сказали, вот братья кумыки, мусульмане заняли землю. Мы не говорим этого. Говорим ли мы, что они поддержали, когда вернулись с депортации? Да, они поддержали ауховцев, приютили, помогли. Да, те кумыки, которые проживают на территории Нолчичу, это зафиксированный исторический факт, они сохранили многие даже могилы, которые хотели положить вместо дороги на асфальт или фундамент, конюшнях, тогда они сказали, это кумыкские, не трогайте, оставить. Да, кумыки приютили многих чеченских детей, как и андейцы, и сказали, что они кумыкские дети, чтобы сохранить чеченцев. И мы благодарны им. Но, однако, это добро мы не забываем и говорим о нем. Но если мы же говорим, что большая часть кумыков были на стороне шейха Мансура у Шурмы. Были. Но есть моменты, где вопрос поднимается о Терско-Сулакской местности, о Султанмуте. Здесь у нас есть спорная ситуация и общение, и мы спорим с ними и говорим. Но не надо переходить на личности, оскорблять там целый народ. Нет. Это было, то нет. Искать нужно. Искать нужно. Эти сказки, что да и Тумкале это было все наше название. Конечно, мы это опровергаем, зная, что это сказки. Это невозможно физически. Но это знаем. Однако, взаимоотношения с тюркским народом, коим являлся кумыки, был великолепным. Были деловые отношения. Были. Экономические отношения были. Многие нохчи знали тюркскую речь, потому что вели с ними. Потому что их было очень много и в Кизляре, и в Эндере, и в других местах. Вели с ними торговые отношения, братские отношения, дружеские, соседские отношения. Вы начинаете говорить, а вот вы лезгина хвалите. Так лезгины, проблема не в том, что хвалим, не хвалим. Лезгины на нас плохого ничего не говорят. Ни табасаранцы, ни лезгины. Там, удины, кажется, да? Если я как-то ошибся, прошу меня. Проблема взаимоотношения нормально. В свое время, когда они были частью албанского государства, мы очень даже друг другу помогали. Взаимоотношения были великолепны. Да и в Кавказскую войну меня начали упрекать, говорить, а вот вы знаете, что он воевал против, что лезгины якобы воевали против имама Шамиля. То есть мне это рассказывают. Человек, которому не понравился, что я лезгинов больше похвалил. Якобы. Я никого больше или меньше не хвалю. Если есть моменты, я указываю их, которые я нахожу. Но против имама Шамиля, когда он пришел, по крайней мере, в Чечню,
На карте указано, что все были. И с имамом Шамилем прошли 3-4 человека с ним вместе. Остальное уже в дальнейшем, когда его вылечили, сделали имамом Чечни и Дагестана, уже начали отвоевывать и начали примыкать обратно. Чтобы, когда поняли, что имам ведет дальше свое сопротивление. Стоит ли за это упрекать лезгинов? Нет, не стоит. Ни кумыков не стоит, и никого не стоит упрекать. Может нравится, может не нравится. Вот эти двойные стандарты, они для историков, возвращаясь к нашему и завершая наш первый вопрос, для историков, понятно, они могут там свою сторону тянуть. Но я не понимаю, с точки зрения людей, которые религией занимаются, почему они пытаются убрать название Нохчи народа и чеченского народа. Размыть этого понятия. Мы все это умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но Всевышний нас сделал Нохчи, вас сделал Сюли, Газунки, Гунки и так далее и тому подобное. И нет в этом ничего плохого. Сейчас первый час у нас закончился, трафик заканчивается, мне нужно перезагрузить, и мы продолжим. Не знаю, насколько достоверно. Всем салам алейкум, но, по крайней мере,
слухи ходят, что вполне возможно Инстаграм могут восстановить. Ну, все на уровне, как говорится, разговоров. Вот. Так. Продолжим нашу дискуссию. Так. Ибрахим, если есть вопросы в Ютубе, отправляй их. Меня слышно, всем видно? Раз, два, три, четыре, пять. Валейкум ассалам. Альхамдулилlah. Живы, здоровы, все хорошо. Так, и давайте сделаем сообщение, чтобы все знали. Суббота, пятница, суббота. Наши эфиры будут на русском языке. Воскресенье Кириндейна, Уэй Хирбол Гуллам, Маргал Юч, Уэй Нохчик Амдюч, Нохчи Маттахирюшун Кириндейна, Уэй эфир Хилаха, Уэй Зайни Доулах, Нохчи Маттахирюшуна, Дал Муаха, Уэй Урду Махка, Хункер Махка, Пенгези Махка Бол. أوصر خواش تانا خائطة بوزيتا ويا маргал юцарю нохчимата кириндина. В воскресенье будет на чеченском языке наши эфиры. Пятница, суббота будет на русском языке. Чтобы было всем понятно. У нас огромное количество граждан нашей Родины проживает в Иордании, в Ираке, в Сирии, в Турции, в Грузии, поэтому на родном языке многие из них только знают родной язык, не знают русского языка, поэтому эфиры для них будут в воскресенье. Поэтому прошу заранее, надеюсь, все просмотрят этот эфир. Ибрахим его сохраняет на ютубе, и поэтому будьте, как говорится, любезны. В воскресенье не задавайте мне вопрос, почему мы рассказываем об истории, культуре, географии только на родном чеченском языке. Воскресенье на чеченском, пятница, суббота на русском языке. Нохчиматтак эрендина маргал юцарювая, зайне дövle, ой урду махка, хункар махка, пенкезя, كذاخي مؤخر دوتون تقيلا تيجا عشبو نوخشنا قيتشرنا يا يوروبي عشبو نوخشنا غاز قموتسقو تشرنا ويا نين المتاح نوخشي متاح ويا دحوريو ويا زعا ويا эфир. Стрим, эфир, Вот. Что касается продолжения вопроса, акинского вопроса, который мне задали, я не буду говорить об этом снова и снова, повторяться, но хочу сказать, что в истории, если говорить о лом-акинцах или акинцах, абсолютно верно, это наш народ и наша история. Упоминание об акинцах идет из 14 века, из 15 века. Они упоминаются и есть в истории. То есть это не новое слово, не новое общество, не новая часть ногчи народа. Везде достаточно четко указывается, если где-то в каких-то местах в советское время или некоторые ученые, которые из-за диалекта приписывали или говорили, что к тем или иным, это ошибочное мнение, вне всякого сомнения. Поскольку, еще раз повторюсь, Лам-Экка и Экка проживают по всей территории Нохчичу, и большая их часть проживает, 80% проживает их у себя на исторической родине Нохчичу. 20% их проживает, 70% в Чечне, 20% в Аухе и 10%, возможно 15% в Ингушетии.
Вот. Я уже про другие места я не говорю. Что касается Иордания, Турция, Грузия, я это не говорю даже. Если брать чисто вот по нашей местности. Приблизительно так. Пускай даже 70% в Чечне, 15% в Аухе, процентов 10 в Ингушетии и процентов 5 в разных местах. Поэтому я, Кинес, и мы всегда были и будем ночью. Какие разговоры опять? Валикум салам. Здесь мне задавал некий человек вопрос касаемо акинцев и говорил, что кем же они являются, чеченцами или отдельно акинцами. Он задал мне вопрос, хотя он прекрасно, я думаю. Это зашел вопрос, когда затронули непосредственно вопрос о Гайрбекове. Дальше отвечаем на вопросы. И вторая часть вопроса о традиционализме, консерватизме и так далее и тому подобное. Алейкум ассалам, Курик. Уважаемые друзья, уважаемые подписчики, тенденция, которая не надоела им все это, ну, видать, им не надоедает ваша капля, камень точит больше, и харцут, и ахач хербук, дючбеш, цадючбешем, цабюцвоиш. Что касается консерватизма, традиционализма, послушайте, уважаемые друзья, я знаю, что эта тенденция есть по всему миру, но не понимаю, почему вы считаете консерватизм традиционализму и ставите знак равно вместе с фашизмом и нацизмом. Я не понимаю этого. Объясню вам. От того, что мы являемся традиционалистами или взгляды консервативные, традиционные взгляды, патриотические взгляды, это не является равно фашизму. Оно и не может быть. В мире очень много государств. Почему именно нужно сравнивать фашистское, я не знаю, Германии или фашистское во время там Муссолини Италии? Зачем сравнивать обязательно вот с критическими? Традиционные консервативные ценности сохраняет Великобритания со всеми своими колониями, и ничего в этом нету. Никто сегодня Англию не упрекает в том, что она, и не говорят, что они фашисты, что они нацисты и так далее и тому подобное. Никто не посмеет. Почему? Потому что они прекрасно знают, что в Англии, несмотря на угнетение, там сколько бы лет не было в Индии и так далее и тому подобное, живут индусы, живут пакистанцы и разные люди. И никто их не принижает. Точно так же, но они уважают свои консервативные ценности, традиции и все ценят и показывают это. Показывают как свой аристократизм. Они этим кечатся, они этим довольны. Они говорят, наша история 1000 лет. Почему вы их не упрекаете в этом? Сейчас речь не идет о каких-то соседних там обществах или там народах. Сейчас не о них идет. Мы говорим сейчас глобально. Да, всей России, все, кто там либералы, не либералы, кто любит об этом говорить. О чем речь? Почему, с каких это пор хранить свои ценности, традиции своих предков является неким проявлением фашизма или нацизма? В чем? Если мы сегодня пытаемся сохранить то немногое, что осталось от наших предков, свой язык, свою культуру, почему это должно отталкивать наш этнос или показывать нашу деградацию? С чего вы это взяли? Вы же боитесь то же самое сказать, что англичане такие или японцы. Да возьмите тех же турков, назовите их, они еще те националисты. Они же мусульмане. А арабы? Разве арабы не любят свою нацию? Разве они не показывают везде, что арабы лучшие, там, богатые и так далее и тому подобное? Нет. Вы не называете ни англичан, ни арабов, ни остальных, ни японцев. Маленькие народы, которые сегодня живут в России, вы должны сказать, что они вот тот, кто сохраняет традиции, вы пытаетесь им навязать, что они нацисты, фашисты и так далее и тому подобное. С вашими, не знаю, я
не сказать, что я отношусь к либералам плохо. Нет. Это каждого, дело каждого. Кто хочет, может быть либералом, кто хочет, может быть, там, не знаю, консерватором, демократом. Речь не об этом. Но ваши вот эти либеральные штучки, что люди, которые придерживаются традиционных каких-то ценностей, являются отщепенцами, или что они являются неким, там, не знаю, худшим проявлением, я вот этого не могу понять. Да, мы живем, да, нам вот есть у нас. То же самое выступление Варламова Ильи, который там высказался там о том, что якобы там приезжают туристические, там, не знаю, туристы, которые могут себя вести там, как бы они живут в России, имеют право так ходить, не ходить. Нет, Илья, не имеют права. Вы просите, чтобы мы обсуждали и осуждали представителей кавказского народа, когда они танцуют где-то, громко разговаривают, бороду носят, хиджаб носят. Вы запрещаете им в университетах, в школах, вы запрещаете им танцевать в определенных местах. Вы говорите, это культурная невоспитанность, что со своим самоваром не ходят. Но не забывай, Илья, они тоже являются гражданами России. Это не обозначает, что я должен приезжать в Москву и всех заставлять ходить так, как должны себя вести ногчи. Или будь то там азербайджанцы, армяне, грузины. Вообще я имею в виду. Есть какие-то ценности, традиционные мусульманские ценности. И ислам, традиционный ислам, как вы называете, это одна из, нравится тебе или нет, это одна из верований России. Такое же, как и православие, христианство и остальное. А ты рассказываешь нам о своих каких-то взглядах, как мы должны себя вести у себя дома. Конечно, будет какой-то дресс-код. То же самое касается и нашего народа. Машаллах, да, вот. Дересхил Амирша, Аллах дался, да. Дересхил. Это проблема. И многие обращаются, многие присылают мне, говорят, это вульгарно, это некрасиво. Об этом и говорило много раз и руководство, почему это некрасиво и к чему это все приводит. Вот эта развязность, но у нас не будет такого. Иншаллах, каким бы мы ни жили в составе федерации, я, допустим, никогда в жизни не позволю, я не знаю, такому. Если я увижу, я подойду, я скажу, красиво, некрасиво, один раз красиво скажу. Извините, но я и своему сыну, брату не позволю. Если она там ходит в мини-бикини, подойти там какие-то вульгарные разговоры. Но если вы не хотите, чтобы этих разговоров не было, придерживайтесь этикета. Вы же нас учите, дикарей учите, как нам себя вести у вас. Вот я конкретно к тебе отношусь. Так будь любезен, не удивляйся. Ты ездишь по разным местам, указывают, что эти варвары, эти хорошо живут. Я прекрасно помню твои выступления, когда ты приезжал, пытался гадить, там, говорить что-то плохое про нашу столицу. Но ты забыл немножко. Ты не приезжал сюда в 2000 году, в 2001, 2002, 2003 году, когда этот город был разрушен. Когда мы были студентами, ты не приехал, не сказал нам, каково нам жить, когда в городе фактически нету ни одного чистого дома. Не то, что фасадов нет, фонтанов нет. Ты побоялся. Ты можешь сказать, сейчас возраст был не такой. И так далее. Ты ни слова не сказал в то время. Но когда уже мы своими силами в основе своей восстанавливали нашу столицу, именно Нохчи, чеченцы восстанавливали. Ты приехал после этого, не помню, 9-й, это 10-й, возможно, чуть позже. Ты приехал там, искал грязные переулки нашего города, чтобы как-то негативно отозваться. Я это прекрасно помню.
В каждом городе в России есть такие злачные места, где, возможно, рука... Я никого не защищаю. Но где не достала рука там всех, везде не углядишь. Теперь тебе не нравятся отношения. Раньше ты пытался как-то оскорбить город, представителей. Сейчас тебе ты уже переходишь. Ладно, не у нас, в соседнем регионе. Вот тебе не понравилось-то. Да, культурно сказал, не культурно сказал. Это другой вопрос. Но, извини меня, мы же не говорим о том, вы забыли, наверное, как каким-то святыням буддийским или православным святыням, если бы туда пошел и что-либо сделал бы Нохчи или дагестанец или индуш, вы бы сразу сказали, вот этого верования, вот они мусульмане, небрежно относятся к нашему православию. Ты бы в первую очередь это сказал. Это хайповая тема. А в этом случае ты как-то ссылаешься, пытаешься там как-то упрекнуть или что-то сказать. Если говоришь А, говори и Б. Конечно, будут не все, тысячи, сотни тысяч туристов приезжают к нам. Достойные гиды сразу говорят, одевайтесь культурно, красиво. Да, и проскакивают, бывают те, которые там сами приезжают, с самотеками выходят, к ним подходят и предупреждают и говорят, соблюдайте дресс-код. Здесь не будут у вас с бутылками пива ходить, курить там прилюдно там везде или ходить в шортах. Здесь это не принято. Если мы сами себе это не позволяем, то будьте любезны, и вам тоже это непозволительно. Будь то хоть ты миллион раз турист. Если вы уж говорите о культуре, надо говорить и с той стороны, и с этой стороны. Культуру нужно соблюдать, согласен. Нужно говорить о том, что хорошо, что плохо, что некрасиво. Нулевые года, эти быстро ездят, эти на крутых тачках ездят, это то делают. Особенно сильно подчеркивали о некультурном поведении, прямо подчеркивали национальность. Вот они так делают, ездят по Москве, по Питеру, такие нехорошие, они все кавказцы. А когда кавказцы начали указывать, окей, Кавказ это вот Северный Кавказ, по крайней мере, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, это субъекты федерации. А когда вам начали уже указывать, что когда приезжаете, ведите себя культурно, одевайтесь прилично, тебе это не понравилось. Тебе, да и кому угодно бы это, пускай это не только ты, это сейчас речь не идет конкретно о тебе, но ты себя ассоциируешь с блогерством, и тебе, грубо говоря, как-то... тут речь идет о регионах мусульманских. Тут речь, я не защищаю, не становлюсь адвокатом там, соседей. Речь идет о Кавказе, и в первую очередь речь идет о нашей религии. Понимаешь? Благо вы иногда возмущаетесь даже, что в Москве там где-то, если место не находят, ребята делают намаз. А в намазе что тут плохого? Эти 5-10 минут этот человек помолится и уйдет. Он никому ничего плохого не делает, он не орет во все горло. Вы возмущаетесь этим. Причем некоторые матерятся прямо за спиной. Показываете эти ролики, особенно ваши эти атеисты, блогеры, которые любят на этой теме хайповать, начинают, вот они, вот заполонили, вот. Но тебе не понравилось, что мусульманин как-то одернул, сказал, ходите культурно. Начинаешь припоминать, что это часть России, что это и так далее и тому подобное. Так что нужно, у каждой монеты есть две стороны. У каждой монеты есть две стороны. Мы очень рады туристам. Я езжу по горам и всегда говорю, приезжайте, смотрите наши прекрасные места, башни, горы, нашу природу. Но ведите
себя культурно. Я, по крайней мере, пытался себя вести так всегда. А я побывал в многих регионах еще в студенческие годы. Да, по молодости, может, допускал даже какие-то ошибки. Но никогда не призываю себя быть хамлом или вести себя там, что касается религиозной темы и подавно. Так что нужно уметь ценить это. И поэтому я считаю, что да, если какие-то ценности не нравятся, европейские ценности, из-за нашего консерватизма или традиционализма, это не проявление фашизма. Ну почему? Каждый человек может любить свои ценности, традиции, но и пользоваться благами современных технологий. Я, допустим, не говорю, выкидывайте все телефоны, потому что в телефонах есть и благо. Можно быстро дозвониться в больницу, можно передавать там ролики очень хорошие, добрые, эмоциональные. Добро можно творить там. Не обязательно там, как убивают, скидывают с балконов, детей режут, там муж с женой дерется, показать это, показывать разврат это по всему миру, говорить, вот такие дикари. Я против, да, в этом минус, но есть и плюсы. Сейчас любой человек, пока я говорю, может зайти, загуглить, посмотреть, где правда, где нет. Сегодня благодаря этому же интернету, этим же американским, европейским технологиям я могу на весь мир рассказывать моим братьям, представителям моего Нохчи народа, что лам эхкей, мелхей, уарствай, тирвай, дишни и все остальные. Это чисто Нохчи народ. И что они говорят на диалектах чеченского языка. И что в Аухе проживает не 90 тысяч, а далеко за 100 тысяч представителей Нохчи народа. И что они живут там на протяжении 200, 300, 500 лет. И что это исконные их земли. Я сегодня благодаря этим технологиям могу это вести. Рассказывать карты, рассказывать книги, показывать книги я могу доводить. Мы же не отказываемся от них. Мы говорим, в этом есть великое благо. Никто не должен говорить, что, грубо говоря, что в наших технологиях, там, что если ты любишь традиции, адаты своих предков, что ты не должен благами. Должен. Ну, сверх вот эти феминисты, веганы, меганы, вот эти вот такие вот вещи для нашего народа, для нашего этноса, оно чуждо. Для нашей мусульманской умы она чужда. Какие феминистки, какие эмо, какие готы. Я уже не говорю об этих радужных там и так далее и тому подобное. Вы что несете? Такое никогда. Семейные ценности всегда были, есть и будут. Традиционные ценности. Много детей, чтобы у них был отец и мать. Не два отца, не две мамы. Но у нас это чуждо, это дикость, это болезнь. И нам, нашей уме это не нужно. Наша имеется в виду уме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И не надо к нам идти и говорить, указывать, что это якобы правильно или неправильно, что мы со своими традиционными консервативными ценностями, родоплеменными ценностями, что мы живем в каменном веке, да хоть в бронзовом веке, где бы мы ни жили. Это наш дом, наша родина. И мы имеем право, как каждый гражданин, высказать свое мнение, что хорошо, что плохо. Чрезмерные вот эти высказывания о либерализме, о демократизме, я не знаю. То есть, когда я являюсь традиционалист, консерватор,
патриот, и я запрещаю, или я говорю, что это неправильно, то я сразу знак равно, и там фашизм, и так далее, и нацисты, и так далее. Нет. Фашизм, нацизм – это болезнь, расизм чуть более древний. Но фашизм и нацизм, эти вещи, это болезнь 20 века. Конечно, я не спорю, что это было и раньше. Но вот зафиксировано и делающий акцент, это все 20 век. А нашему народу тысячи и тысячи лет, нашему этносу. Мы автохтоны этих гор, этого Кавказа. И может мы сами решим, как нам жить, как нам развиваться. Да, я сторонник как раз-таки не столько консерватизма. Да, я консерватор, люблю традиции, все это. Но я призываю каждый день представителей моего нохчи народа: учитесь, живите и размножайтесь. 3 правила железных, которые должно быть. Не уничтожайте наш народ. Не позволяйте себя обманывать, втягивать в различные авантюры и так далее и тому подобное. Что в этом плохого? Я же не говорю там, не учитесь, не ходите в школу, в университеты, не пользуйтесь современной медициной. Нет. Нохчи, этнос, да и любой кавказец должен учиться, развиваться, сам придумывать технологии. Но вы не представляете, когда еще некоторые бегали там в оленях шкурках, там, не знаю, в лаптях, в горах Нохчичуя и Кавказа, люди умели делать трепанацию черепа. Умели себя оберегать от чумы. Лечение от многих лекарств знали прекрасно, которые многие вполне возможно до сих пор, вот сейчас только и обучились. Много чего было. История пытается узнать, что же все-таки на самом деле, что изучали, и что вообще было, как жили древние народы. Не могут объяснить. Мы даже до сих пор, честно сказать, являясь там представителями одного из древнейших народов Кавказа, не можем до конца разобраться в своих петроглифах и многих других вещах. Почему? Потому что не давали время от времени всегда то война, то одно, то другое. Не успевали. И это наша проблема и наша боль. Вот. Так что, ладно, давайте, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, а то как-то получается у меня монолог. Если я в чем-то не прав или что-то вы хотите еще узнать или спросить, задавайте вопрос. Если что, я отвечу. Ибраим, сколько там в Ютубе есть людей? Наверное, в следующий раз мне просто не стоит даже в Инстаграм заходить, а нужно через Ютуб. Еще раз, всем представителям моего народа, которые заходят через Ютуб, братья и сестры, я вас очень прошу, заходите через VPN на YouTube канал. Включайте VPN и потом заходите на YouTube канал. Тем самым вы поможете нашему каналу продвигать наши ролики. Я вас очень прошу. Я понимаю, что норнийцы это не сделают. Ну, заходите через VPN, нажимайте на колокольчик, подпишитесь и получите уведомления. К нам приходит статистика, и в этой статистике мы видим, что огромное количество с России смотрят нас. Вы знаете, мы уже наши видео за 1 миллион уже перешли. То есть 1 миллион раз просмотрели. Надеюсь, что скоро нормально наберем. Приглашайте к нам новых подписчиков. Ну, не знаю. Я с радостью, я не знаю, сейчас, наверное, как-нибудь буду собирать понемножку. И чат-рулетку тоже попытаюсь в Ютубе сделать. Что-то сделать, чтобы, я не знаю, что еще. Просто у меня сейчас только Инстаграм платформа. И через него я приглашаю, через них я почему зашел через Инстаграм? Если вдруг кто-то захочет
провести со мной дебаты, чтобы он мог зайти, отправить запрос, и мы могли как бы провести прямой эфир. Вот для чего я зашел через Инстаграм. Конечно, я многих своих старых подписчиков здесь вижу в Инстаграм, потому что многие Ютубом не пользуются. Ну, не знаю, может быть правда, может нет, но говорят, что вполне возможно, что скоро Инстаграм разблокируют. Хотя после разблокировки тоже не факт. Вам больше нравятся, я понимаю, вот эти инстасамки, блогерши и так далее, и тому подобное, там, где пожарче, где по хайпове, но в любом случае, рано или поздно, каждый из вас поймет, что без любви к собственному народу, без собственной истории, географии, да и культуры, смысла жить как очередное, не хочу никого оскорблять, ладно, оставим его название, оставим как есть. Башла, может ли быть так, что некоторым башням более 1000 лет? Все может быть. Все может быть. Точных данных у нас, конечно же, нету. Всякое может быть. Все возможности, кто хочет помогать, у вас есть. Я уже об этом написал. И в YouTube-канале вы видите, там, если вы в Европе, вы можете через Donation отправить. Или же у нас есть и карточка, там, немецкая карточка. Кто хочет в Европе живет, может туда задонатить. Никаких проблем нету. Из-за этого, конечно же, и активность, и более как бы продвижение, все новое, интересное, тоже многое зависит от этого. Потому что спонсоров у нас, как вы знаете, как таковых нету. Спонсоров канала 2, это Ибраим, еще одна девочка. 78 в Ютубе. Здесь тоже в первой части я посмотрел, 150 человек было. А статистика, когда в конце ты заходишь, показывает реальное количество, а во время эфира 5, 6, 7, 10, 15 показывают, или их выкидывают из эфира, или они заходят, быстро послушают и уходят. Я не знаю, честно сказать, не уверен, что многие сидят в Инстаграме, проводят прямые эфиры, потому что маловероятно. Вот, у нас сейчас в основном все через WhatsApp, в основном всех интересуют последние события мировой политики, я понимаю, но я не хочу на этом, честно сказать, это у меня после каждого ролика, я уже совсем старый, после каждого ролика эмоции, жалко, ну, я очень сильно переживаю за свой народ, очень сильно, мне жалко, и детей жалко, и всех жалко. Поэтому я все сложнее и сложнее могу смотреть на аварии, там, как родители расстаются или что-либо, я не знаю. Мягкость, чрезмерная мягкость, она, конечно, до добра не доводит, но таким создал меня Всевышний Аллах. Я уже и от этих больных людей тоже смотреть. Мать плачет за сына, там, или за сноху, или за дочь, сбора и так далее и тому подобное. Для меня это очень... Я очень сильно это пропускаю через себя. Я не знаю. Реально, то ли возраст, то ли что, но для меня очень сложно видеть страдания моего народа, и не только моего народа, но в основе я за своих говорю. Так хочется, чтобы все было хорошо, но это такой мир, в котором все хорошо не бывает. Поэтому я минимально пытаюсь показывать злое, плохое, там, которое некоторые утырки нарнийские просят меня, а что ты не публикуешь это, а почему ты не покажешь это. Да потому что есть такие, как ты, которые все это покажут. И мерзость покажут, и атеистов, и богохульников, и, я не знаю,
да все что угодно покажут. Все что угодно. И я не могу. Имеется в виду. Да, есть, конечно, и во мне слабости. Я там, когда присылают ролики, где рассказывают сказки, какие-то вот эти приколы, их рассылаю, но по мере возможности, особенно больных людей, которые разными, Туретта, там, синдром Дауна и так далее. Таких людей, я умственно отсталых людей, не в обиду, я не раскидываю, не хочу раскидывать. Это непозволительная роскошь для нашего народа. Еще раз повторюсь, Нохчи народ, он не такой большой. Он небольшой. И поэтому людей, которые критикуют Нохчи народ чеченский, их очень много. А тех, кто хвалит или хорошее говорит, или пытается хорошее только про нас показать, их мало. К сожалению, но их мало. Вот эти отговорки типа «Ой, дагай дешмадей, ой, хальда дешмадей», ну, кроме тебя еще 1000 человек, которые хотят плохое показать о твоем народе. Но ты будь хороший, постарайся показывать хорошее, благое, исправить. Может, люди посмотрят, 1000 человек посмотрят, и они будут, да, 10 000 захотят вот этими утиными, там, эти кря-кря, там, и всеми остальными. 1 000 000 их просмотрят, захотят быть как они. Эту заразу какую-нибудь сделать. Но 1 000 000 просмотрят их, 100 000 просмотрят, или 10 000 посмотрят. Ты постарайся показать красоту природы, своей родины, своего народа. Вот это постарайся показать. Почему на хорошем примере вы не пытаетесь улыбкой, своей добротой что-то изменить? Я не понимаю. Конечно, проще всего показывать всякое, я не знаю. Мне многие говорили, почему ты носишь адыгскую футболку, ты адык там и так далее и тому подобное. Нет. Не адык. Хоть адыги наши братья, соседи, мусульмане. Я нохчу. Но знак уважения, потому что и подарили, и знак уважения к братьям-адыгам, к их трагедии, мне не трудно, я ношу и его, ношу и свою родную, там, с флагом, который тоже мне подарили. Много чего я делаю. Опять же, разве в этом есть плохое? Если там лезгина подарить, лезгинское буду носить. Другие, другое и так далее и тому подобное. Но, опять же, я в некоторых вещах очень, когда я вижу много лжи и вижу явно, что пытаются оскорбить народ, перейти все грани, конечно же, я пытаюсь, уже отвечаю таким же методом, я не буду подставлять вторую щеку. И мюжги вала, и галгаски вала, и сюли вала, и милла вала бас. Мне без разницы, кто бы он ни был. Почему? Потому что какой привет, такой ответ. Но даже в этом случае я пытаюсь более корректно, не обобщая, не распыляясь на всех. Поэтому надо это понимать. Надо это знать. Вот. Я начал отвечать, вы видели, да, я взял вопросы по чеченским, исконно чеченским горам и башням рассказывать. Приходили просто негатив, прямо заливали в YouTube. Я начал отвечать. Первый, кто же меня, опять же, начали говорить, не надо, оставь ты их, они не стоят внимания, ты много уделяешь внимания. Кто это начал говорить? Вы думаете, нарнийцы? Нет. Не нарнийцы начали это говорить. А начали говорить именно представители моего народа. Да, обитаем, что не надо зачитывать эти. Но однако, когда я зачитывал эти вопросы, которые они писали, я помню, несмотря на все это,
50-60 человек зашли в Инстаграм, за 100 человек было в Ютубе. Это в онлайне. В эти времена, когда почти что здесь собрать большую аудиторию очень сложно. В онлайне было. Вот такой странная тенденция, к сожалению. То есть надо сделать что-нибудь такое плохое, чтобы люди собрались и обсуждали. Теперь ты можешь это понять и осознать, как же так. Ты тогда понимаешь и говоришь, блин, офигеть можно. Показываешь что-то полезное, важное, что нужно зафиксировать, рассказать, перерассказать. Все неинтересно. Стоит там прекрасной мордашкой, там, не знаю, с ножом или чем-нибудь, я начну там такие нацистские высказывания делать, или, не знаю, крайне российские высказывания делать, сразу набегут. Изучать мое ДНК, происхождение, откуда приехал, сколько в моем роду человек пьет, курит, сколько разведенных, сколько сведенных, все будут искать. А творишь добро, зайдут, салам, алейкум салам, ты до сих пор там про историю, про географию, про наши земли, что там, зашел, все, ушел. Все. На этом заканчивается наша вся любовь, все изучение, узнать что-то новое, что-то и так далее и тому подобное. В этом и проблема. Не зная важных многих вещей, допускаются ошибки, мы можем сказать, на представителя нашего народа, который проживает сегодня из-за указа 1921 года. Наше эхо мы можем назвать Сюли эхо, или наших нохчи в Панкисе назвать там Гюржи нохчи, или там кто в Турции, там уже турквой бу олвой, урду махкабеш нохчи батюш уже арбой бу олвой. Это все происходит из-за чего? Из-за того, что из-за нашей неграмотности, необразованности, потому что мы не любим слушать, мы не любим понимать, фиксировать и перерассказывать это. Мы этого не любим. А писать и вообще не любим. Да, чутво, день, то, вот это, конечно, да. Это любители. Но выслушать, передать как-то, это сложно. Там бывают некоторые ребята, но благодарность им, вот в Инстаграме есть группа ребят, которые на самом деле сидят и, по крайней мере, на каждый пост они просто ставят смайлики. Смайлики, я смотрю подряд, там 8-9 смайликов ставят там по отдельности и так далее. ТРС, хылся. 2-3 человека, максимум 4 человека, которые пытаются там задонатить 50 рублей, там 100 рублей прислать. У кого как получается. Им тоже огромное спасибо. Всем, без исключения. Вот. Но есть, которые абсолютно безразличны, и когда непосредственно начинают задевать их тейп, их село, там, фамилию, что-либо угодно, или спорный вариант, и давай звонить, давай хардар издар. Вы знаете, сколько человек сегодня мне прислали этот ролик, где вырезали название чеченцы, Нохчи, когда называют, вот этот религиозный парень рассказывает, как Адлан Горит, что ли, как там написан, он снял ролик. Сколько человек прислали мне этот ролик, знаете? Под 200 человек мне прислали этот ролик. Хонгини, смотри, как они с ненавистью, даже через религию с ненавистью относятся к Нохчи народу. Гина, и намного раньше, чем многие, потому что я утром, как просыпаюсь, я захожу, смотрю ленту, что нового есть, что нет, потому что вот так у меня голова сложена. Не всегда, конечно, есть какие-то моменты, которые мне присылают с Европы наши Нохчи, с Турции, с Иордании, вот не всегда они бывают. И многие вещи я сейчас уже даже перестал закидывать, потому что начинают, вот ты почему это закинул, это же не касается истории. Ну и что не касается? Но это касается моего Нохчи народа. Будь то спорт, будь то изобретения какие-то. А один вообще красавчик.
Я с Ибраимом из часового ролика вырезал 5 минут в надежде, что потом под этим роликом напишу ссылку на этот YouTube канал. Ну, сжал его, закинул. Знаете, что он сделал? Пожаловался. Я его, как представитель моего народа, наоборот, горжусь им, показываю, что я ночью, да, может быть, я имя не записал, да, тейп не записал, но потому что у меня его не было, я бы исправил бы его, если бы прислали. Все. Я удалил этот ролик. С Ютуба удалил. Есть и такие люди. Еще раз. Facebook, Twitter, Instagram, ВК, Telegram, Рутуб, YouTube. Все, кроме Одноклассников и ТикТока, везде я загружаю одновременно, чтобы все знали о моем народе, достижениях в истории, в спорте и так далее и тому подобное. Но что плохого я от этого делаю? Какие дивиденды, вы думаете, я от этого получаю? Зарплату? Нет. Государственной премии? Нет. Ничего не получаю. Я хочу, чтобы мой народ к моему народу относились хорошо. И все. И как всегда, брат Асланбек задонатил. Адлан Асланбек дал саяр дуэл. Бодиснак эзерка соудолил, да доктах дуэл. Вот. Все, что есть, мы пытаемся. Говорят, есть ли что-то, но очень много чего есть. Технические возможности ограничены. Реально технические возможности ограничены. А интересно, много чего есть. И я, конечно же, некоторые материалы я собираю в кучу, чтобы потом опубликовать. Некоторые вещи есть, которые там, к сожалению, по каким-то техническим вопросам мне приходится оставлять. Но это все, как говорится, все со временем. Ну вот я по таким же материалам узнал, что не все цудахарцы, цадарой, являются там представителями якобы только дагестанцев. Это тоже неверная информация оказалась. Часть из них, они вообще грузинские корни имеют. И не имеют никакого отношения ни к даргинцам, ни к цудахарцам. Дагестану вообще не имеют никакого отношения. Такой век. В таком веке живем. Многие вещи становятся известны. Это вообще, я говорю, мы узнали, что Турку-Тайп, он не является, никакого отношения к туркам не имеет. Турк-Лоша из нашей местности, наши они появились. И показывают чисто J2. Точно так же мы узнали многое, выдуманные сказки про многие тейпы. Вот. Но тейп оказался не новый тейп, как некоторые дебилы нарнийские пытались приписать, а это тот же самый, это Гендергноевский гар, который себя от своего предка Нохай назвали, от него пошла. А многие дебилы, не зная этого, кстати, нарнийцы нашего происхождения, нашей национальности распространяли эту дичь, которую показывает тоже J2, как бы никаких проблем. Ну, как и соседние нарнийцы, имбецилы, они говорят, что они относятся вообще к монголоидной расе. Ну, какие монголоидные расы, блин, не слушают. Реально есть люди, которые там верят, что Варандой один из древнейших нохчи тейпов от Воронцова, который вообще появился там, не знаю, в 19 веке на Кавказе. Но есть такие дебилы. Как
Как такое может быть? Как могут верить? Да потому что не образованные. Потому что не слушают. Им это не нужно. Пока их не оскорбят, где-нибудь не скажут. Или гуноевцы. Один из древнейших тоже ногчи тейпов, больших тейпов. Двоняет, говорит, Магуна, Иштмабах, там, терские. Ну, когда появились терские казаки? 16-15 века, максимум 15 века. Говорят, я вообще в 16 веке видел, что они появились здесь, на Тереке. Да, Русик их там удревняет, говорит, что они такие чистые. Да какой там? Там есть четкое указание, что это бежавшиеся крепостные с Астрахани, которые получили на дело, им сказали, если вы этих варваров уничтожите, прогоните, вы будете свободными. И кордонной линией за Тереком сделали их. Отобрали земли. Так и произошло. Поэтому Хар сонамизм. Про Эшбатва я про свой тейп-то вообще молчу. Там уже кто только Мансур Уарство, кто только уже не является у них. Пользоваться историей так периодически, когда нужно, это неправильно. Вы не воспитаете своих детей достойно. А это самое важное для сохранения нашего народа. Чтобы у нас было хоть какое-то будущее. Возможно ли существование ногчи народа, если мы будем все космополитами? Клянусь Аллахом, невозможно. И мы перестанем быть, если хотя бы 50% нашего народа станут космополитами. Либералами, демократами. Ну, в таком понимании вседозволенности. Демократия, мы испокон веков, наш народ был самым демократичным. Но не в плане веганов, феминисток и всего остального. Извините, что там использую вот именно веганы. Ну, я не знаю, просто я не понимаю, я не могу понять, как ногчи может не есть там, не знаю, мясо не есть там, что-то там, курицу не есть там и так далее и тому подобное. Я не имею представления, потому что наши предки, мы в такой местности жили, что всегда употребляли наши кухни, посмотрите, она очень сильно связана с мясом. Не потому, что я так сильно люблю там поесть. Да, поесть я люблю, как и все ногчи, но я очень люблю там и обиром, и агаргалныш, и дапенжиш, это все я люблю. А феминизм вообще в чем? Всегда, как зеница ока, берегли нашу вторую половину. Наших сестер, матерей, наших женщин. Всегда берегли. Но чтобы вот это проявление вот этого феминизма, там, где они ставят свои условия, мы будем работать, мы не будем, мы это так решили, не хоть. Это что за разговор? Я только одного ребенка буду. И это что за разговоры? К чему вы учите молодых? Я не знаю, какие ценности? Я не в оскорблении там, европейской культуры, но я очень много вот этих разных общественных движений, которые просто уничтожают мозг подрастающему поколению, говорят, 1 ребенок, 2 ребенка, дальше нищета, зачем нищету разводить? Мы не можем себе это позволить. Нохчикам. Мы не можем этого себе позволить. 1 ребенок, 2 ребенка, а зачем нищету разводить? Вот такие разговоры, между прочим, есть. Нравится вам это или не нравится вам это? Я позволю своей девочке носить платок, не носить платок. Что за разговоры? Завтра вы начнете говорить, я разрешу своей девочке пить или не пить, курить или не курить, бросать на свай или не бросать. Лучше бы говорили, я не разрешу своей девочке менять свой облик, созданный прекрасным, чудесным, божественным образом от этой прекрасной матери, от отца вот такой прекрасный человек родился, я запрещу ему, чтобы искусственные что-то делали. Вы это не говорите.
Платок-то одел, снял, эта вещь не пожизненно имеется. Дома снимай, выходишь, одевай. Это не так трудно. А то, что тебе закачали и всю жизнь надо вот таким ходить, это на всю жизнь. А потом сложнейшие операции делать. Я не говорю про тех, кто там какой-то там авария, цаца, без этого, которые не обойдутся. Я не про этих говорю. Ты смотришь, прекрасная будущая молодая мать, красавица. Наши девушки, это, наверное, самые прекрасные девушки на свете. Каждый считает таковыми своих. Я знаю. Самые красивые, энергичные. Но нет, опять 25, то есть я ей позволю, это пускай делает, пускай то делает, пускай это делает. Убивает все живое в человеке. И ты не знаешь, улыбается она, не знаешь, или плачет, ты не знаешь. Вот доводит до такого абсурдного. Вот такие вот такое проявление демократизма. Я такого не понимаю. А то, что тысячами погибали ради, чтобы сохранить честь, достоинство своих женщин. Буквально позавчера, вы знаете, да, у женщин из Дади-Юрта, что они не хотели жить, они не хотели быть красивыми, они не хотели, как вы, наслаждаться жизнью, хотели, но выбрали смерть, нежели позор и презрение. Такова история. Я о них буду рассказывать. А какой-то утырок нарнийский приходит и мне рассказывает, расскажите лучше там про тех плохих, которые сейчас оступились, перед которыми они могут еще прийти к тому, что попросят прощения у Всевышнего Аллаха и передумают за то, что они вели такой образ жизни. Как я могу? Это же не повально весь народ. Единицы таких. Зачем я должен их рассказывать, их грехи брать? Может, Всевышний Аллах помилует, и они сделают тобу и изменятся. Меня просят рассказывать про плохую половину, а не про хорошую. Вот в этом и разница между нами. Мансурат Башлам Со. Не знаю. Друзья, у меня осталось 2 минуты. Быстро дайте знать. Хотите вы еще чуть-чуть пообщаться или нет, я завершу, потому что у меня реально сейчас пока не сильно большие возможности. Цундера, быстро только напишите. Опять же говорю, осталось 1,5 минуты. Если вы хотите, чтобы мы продолжили, чуть-чуть продолжим. Если же нет, на сегодня хватит алхията, я завершу и всех поблагодарю. Быстрее пишите. Ну, сейчас останется минута, и я просто-напросто выпаду из эфира. Молчание, знак согласия того, что, наверное, нужно завершать. Всем тогда огромное спасибо. Благодарность, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Если я каким-то образом задел вас, оскорбил, прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Если какие-то идеи, вопросы, пишите в директ, Инстаграм, Ютубе, дайте знать, я обязательно вам отвечу. Я везде на связи, всегда ваш, Башлам. Дай Аллах, чтобы был мир на Кавказе, и самое главное, Диша, Даха, Диба, Санхоми Нохчипам. Масер Далайтубар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.